Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами продолжаем серию вебинаров по использованию дистанционных технологий в образовательном процессе, вернее, по применению дистанционных образовательных технологий при организации учебного процесса. И сегодня мы с вами поговорим, сегодня тема нашего вебинара – это образовательные ресурсы компании «Новый диск» для общеобразовательных организаций, и в частности такой информационный ресурс или платформа «Образовариум». Сегодня спикером нашего вебинара будет Лапшина Ирина Владимировна, кандидат педагогических наук, автор учебно-методических материалов и электронных образовательных ресурсов, эксперт в области дистанционных технологий компании «Новый диск». И я приглашаю Ирину Владимировну. Ирина Владимировна, мы вас готовы выслушать и готовы с вами пообщаться. Всем добрый день, рада вас приветствовать. И мы с вами продолжаем говорить о платформе «Образовариум». Первая наша встреча уже была, и если кто-то из нынешних участников принимал в ней участие, пожалуйста, плюсики в чат поставьте, чтобы я понимала, насколько мне ориентироваться, знаете вы или не знаете о том, о чем мы уже говорили первый раз. Ну, Вячеслав Алексеевич, первый участник, который посещает наши вебинары регулярно. Я надеюсь, что еще плюсики будут. А пока перехожу к тому, о чем, как и сколько мы будем говорить на нашем вебинаре. Во-первых, мы поговорим, конечно, о платформе «Образовариум». Платформа «Образовариум» – это и коллекция ресурсов, которые созданы компанией за все время ее существования. То есть это библиотека, большая библиотека, в которой находится более 100 образовательных продуктов. И цифровая школа – это новая разработка компании, новый концепт. И цифровая школа включает в себя продукты нового поколения и в том числе, что немаловажно, конструктор уроков, который позволяет эти продукты редактировать под потребности педагогического сценария преподавателя. И в целом наш вебинар будет состоять из 3 частей. В первой части мы очень коротко поговорим о том, что уже проходили. Это будет презентация, мы ее рассмотрим и перейдем ко второй части, которая является центром нашей встречи. Это будет практический сет по созданию своего урока с помощью инструментов конструктора урока цифровой школы. В третьей части я отвечу на ваши вопросы. Ну что же, приступаем. Итак, начнем мы с хорошей новости. Хорошая новость состоит в том, что на главной странице нашего сайта, нашей платформы, это адрес obr.nd.ru, есть поле для ввода промокода. Здесь оно у меня выделено красным. И вот в этот промокод региональный, который действовал до 1 октября для Республики Коми, теперь продлен до конца декабря. Сам промокод вы видите, DS-Коми 2020. Этот промокод вы вводите в то поле и получаете полный доступ ко всем продуктам коллекции ресурсов и ко всем продуктам нового поколения, то есть ко всем курсам нового поколения. Это цифровая школа. Давайте коротко обозначим понятие «цифровая школа». Прежде всего, это, конечно же, инструмент для учителя. И этот инструмент у нас базируется на 3 китах, триада, скажем так. Первое – это сама библиотека цифрового образовательного контента. Я говорю о продуктах нового поколения и говорю о тех разработках компаний, которые не могут быть созданы учителем самостоятельно. Что это за продукты? Это квесты, это конструкторские среды, это упражнения сложной типологии. Все
это разработчик представляет в цифровой школе, и все это вы можете потом включать в свои уроки. Второй кит – это сам конструктор. Конструктор позволяет взять эталонный урок, то есть урок из любого курса цифровой школы, и этот урок изменить в зависимости от своих педагогических планов. И третий немаловажный кит – это интеграция с системой «Сетевой город». В этом случае ваши уроки привязываются к расписанию, результаты поступают в электронный журнал, а задания, которые вы назначаете ученику, появляются в его электронном дневнике. Ну и, соответственно, мы получаем всю аналитику, как выполнено, когда выполнено, с какой попытки выполнено. И это все отражается, хранится в базе сетевого города. Инструментов сетевого города очень много, я сейчас о них не рассказываю, потому что мы сосредоточены на образовариуме. Платформа Образовариум, как я вам уже говорила, содержит новые курсы, и вот в меню вы видите их список. Стань школьником с робобориком, информатика и так далее, так далее, так далее. Здесь же мы говорим, что отсюда можно попасть в коллекцию ресурсов, и здесь же мы говорим, что можно перейти в конструктор цифровой школы. Вот, собственно, сама цифровая школа. Как только мы нажимаем на команду «Изменить» на любом из уроков цифровой школы, мы включаем режим конструктора. Если мы эту команду не выбираем, то мы видим перед собой библиотеку цифровых уроков. И как любая библиотека, естественно, она упорядочена соответственным образом. Если мы заходим в конструктор уроков через сетевой город, то нам нужно выбирать в меню «Обучение». В нем пункты коллекция ресурсов и конструктор уроков выделены сейчас красным. Посмотрите, что дает нам сетевой город. В меню урока, кроме команды «Изменить», появилась дополнительная команда «Назначить», а в левой панели появилась папка «Назначенная». Это говорит о том, что я теперь этот урок могу без изменений назначить ученику или отредактировать, потом назначить ученику. В любом случае у него появилась адресность. Я его могу назначить конкретному своему ученику или всему классу в целом, или группе учеников. Когда я нажимаю команду «Назначить», у меня появляется карточка назначения, в которой я указываю тему задания, тип задания, класс. И если я сделаю здесь опцию «Включить в расписание», то у меня появится для этого класса и для этого предмета расписание, как будет проходить урок. Я выберу конкретно, к какому уроку я хочу привязать это задание. Как я уже говорила, список учеников может формироваться по персональному признаку, то есть я могу добавить ученика конкретного в этот список, а могу добавить всех. Ну и также я указываю временные рамки выполнения задания, то есть от такого-то числа до такого-то числа. После того, как это все сделано, в электронном дневнике ученика срок сдачи указывается, предмет, тип задания, и вот по этой ссылке тема задания он переходит и выполняет то, что назначил ему учитель. Учитель видит, как ученик выполнил задание. Здесь в папке «Назначенное» лежат все карточки назначенных заданий. И когда я открываю карточку, я вижу, что ученик
Зубкова Дарья. Начал работать с этим заданием во столько-то, закончил во столько-то, автоматически проставленный результат такой-то, и в результате оценка такая-то. Я могу эту оценку изменить. Если я нажму на поле «Оценка», у меня откроется аналитика, как выполнялось задание, я все посмотрю и могу вручную повысить или понизить поставленную автоматически оценку. Дальше. Что такое конструктор уроков? Это очень важно, потому что практический сет, который мы сегодня проходим во второй части нашей встречи, как раз будет о том, как с помощью конструкторов собрать свой урок. Конструктор уроков, как это ни странно, открывается в цифровой школе. То есть в каком бы вы меню ни выбрали конструктор, вы попадете в библиотеку уроков. Здесь, как я уже говорила, лежат уроки, и каждый урок является самостоятельной образовательной единицей. То есть он обслуживается набором функций работы с этим уроком. Как библиотека уроков мы можем выполнять основные функции базы данных. То есть мы можем группировать уроки по признаку. Общие стоит по умолчанию все уроки. Признак «Мои» – это те уроки, которые я отредактировала и положила в свою папочку. Признак «Моя школа» – это значит те уроки, которыми я готова поделиться со своими коллегами и открываю к ним доступ. И папочка «Избранная» – это те уроки, которые я отложила на потом. Кроме того, существуют такие инструменты фильтрация, которые позволяют выбрать уроки по предметной области или по уровню образования. И очень важный элемент любой базы данных – это элемент поиска. Я могу найти урок по определенному слову. Дальше переходим. А какие же функции у уникальной единицы, то есть у интерактивного урока? Ну, на карточке урока мы увидим слева вверху логотип. Это значит, к какому курсу этот урок относится. У курса английского языка и всех уроков по английскому будет один логотип. У курса информатики, а значит и у всех уроков по информатике, будет другой логотип. Вот здесь справа вверху ярлычок «Избранная». Если я на него нажму, то мой урок куда поместится? Вы, наверное, догадались. В папку «Избранная». Справа внизу кнопка «Проиграть». Она запускает урок. А вот слева внизу собраны команды по управлению уроком. Я его могу назначить, я его могу транслировать, если я веду конференцию, я его могу сохранить в мои уроки и там его редактировать, а могу сразу нажать команду «Изменить», чтобы перейти в режим конструирования. Когда я нажала команду «Изменить», я попадаю в интерфейс конструктора уроков. Конструктор уроков мне позволяет как бы изнутри увидеть мой урок. Слева у нас структура урока, то есть его тематический хребет. Как он называется, какие модули в него входят, что в каждом модуле содержится. Все это слева. Справа у нас настройка элементов, а именно, какие рисунки, какие видеоролики, какие упражнения будут в этом уроке использованы. А вот посередине наше рабочее поле, где мы будем пахать. То есть здесь мы будем настраивать элементы урока, связывать их в единую концепцию, чтобы получить на выходе образовательную единицу. Левая панель со структурой очень логично и понятно. Точно так же, как файловая система, она имеет иерархию. Вверху этой иерархии находится сам урок, так же, как у нас в файловой системе находится диск.
в урок вкладываются модули. Также в файловой системе на диске мы видим разные папки. А вот уже в папке мы складываем содержательные единицы. То есть в файловой системе это файлы, а в нашем уроке это страницы. Перейдем к правой панели. В правой панели у нас элементы. И здесь я обращу ваше внимание, что элементы бывают двух типов. Элементы рисунок, аудио, видео и так далее, то есть какой-то файл. И элемент упражнения, когда мы говорим уже не о файле, а о конструкции. Какая-то конструкция, собранная в упражнение, а в этом упражнении уже могут быть рисунки, видео и так далее. Дальше переходим. Где нам брать материалы, чтобы заниматься вот этим замечательным конструированием? Как я уже говорила, материалы у нас находятся в 3 местах. Опять триада. Первое и очень важное для нас – это то, что в наш конструктор вы можете загружать свои материалы. Рисунки, видео, схемы, таблицы, тексты – все, что вы за время своих педагогических практик накопили, может быть интегрировано в урок и сохранено как цифровой урок цифровой школы и дальше транслировано с помощью сетевого города, назначено ученику. Второй источник вдохновения – это коллекция ресурсов. В коллекции ресурсов мы не можем разобрать программный продукт, потому что он собран компактно, но мы можем указать на этот продукт ссылку, включить эту ссылку в урок и дать маршрут, по которому ученик должен пройти, чтобы или выполнить упражнение, или посмотреть модель опыта, или выполнить какой-то тренажерный элемент. Вот здесь, конечно, богатейший источник для любого педагога по любому предмету и любому уровню образования. И третий источник вдохновения – это библиотека уроков от разработчика. Мы сейчас, когда будем работать в конструкторе, я еще раз буду все время подчеркивать о том, насколько это удобно для преподавателя иметь под рукой такой склад качественно отрисованных рисунков, правильно снятых видео, прекрасных квестов, изумительных тренажеров. Все это также у нас перемалывается в конструкторе, и на результате получаем мы свой уникальный урок. Пару слов о коллекции. Так как коллекция ресурсов существует уже очень и очень давно, то многие с ней встречались. Я несколько слов буквально. 5 типов ресурсов в нашей коллекции. Интерактивные плакаты, большая красивая серия, электронные плакаты и тесты, все охватывающая серия, интерактивные творческие задания – это серия с заданиями на оценку, анализ и синтез. Это очень редкий тип заданий. Виртуальные лабораторные работы позволяют нам провести эксперименты, не притрагиваясь к предметной области предмета, то есть с помощью виртуальных моделей этих опытных экземпляров. И наглядные пособия, наглядно-дидактические – это целый спектр законченных логически продуктов на ту или иную тему. Если вы помните, в образовариуме у нас также есть фильтр по предметам. На этом слайде я показываю, что нам выдаст фильтр, если я выберу физику. Почему физику? Потому что я физик. И воспользовалась этим правом. Как видите, по фильтру мы получили виртуальные лабораторные работы,
наглядное пособие, 2 интерактивных плаката, интерактивное творческое задание, наглядное пособие силы природы и целую серию продуктов по названиям электронные плакаты и тесты. То есть, как физику, мне есть чем здесь, как говорится, поживиться. Виртуальные лабораторные работы – это все базовые работы на первые 3 года обучения физики. Прекрасно то, что среда сделана с такой реалистичностью, что предмет визуально осязаемый. И еще один момент, о котором часто забывают, пользуясь этим продуктом, это то, что это не только лабораторные работы. Этот продукт можно использовать, если вы хотели бы просто продемонстрировать какое-то явление или какой-то процесс. Этот продукт можно использовать, если вы ставите проблемную задачу или решаете со своими школьниками экспериментальный цикл задач. Творческие задания, как я уже говорила, включают в себя очень интересные задания, позволяющие связать теорию с практикой. И с помощью ролевых игр, опорных конспектов, всяких таблиц и схем внести логику в изучаемую тему. Интерактивные плакаты – это очень реалистичный, очень динамичный, наглядный материал в руках преподавателя. Как вы, наверное, уже слышали от меня, наглядность – это то, что позволяет нам теорию связать с практикой. Поэтому здесь многие задачи, многие процессы выполнены вот как раз в режиме представления с максимальным уровнем наглядности. Про серию плакаты и тесты я уже сказала. 1 плакат, несколько тестов. Эта серия очень хороша, когда вы меряете среднюю температуру по больнице, то есть проводите какую-то промежуточную оценку того, как ученики находятся в теме или не в теме того, что вы изучаете на сегодняшний момент. Дальше. Я говорила о новом поколении продуктов компании «Новый диск». И вот в предметной области физика таким продуктом является комплект видеоопытов. Каждый опыт привязан к какому-то разделу изучения физики, к какой-то теме в этом разделе. Рассчитано это на первые 3 года обучения. В продукте 60 видеороликов снято профессионально в студии с профессиональным ведущим. То есть эти ролики вы тоже можете включать в свои уроки в качестве демонстраций, мотиваций, актуализации знаний. Кроме самих роликов, в каждом уроке есть описание материалов и оборудования и описание физической идеи опыта. К слову сказать, у нас такие же комплекты есть по химии, и в физике 60 опытов, как я уже говорила, а в химии 50. И в каждый урок после описания включено несколько тестовых вопросов на то, чтобы понять, насколько понимает ваш ученик, что этот опыт показывал, к какому явлению или процессу по предмету физики этот опыт относится. Если я говорила в коллекции, что продукт является монолитным, можно послать на него ссылку и маршрут, как что там найти, то здесь вы видите, в продуктах нового поколения мы можем каждый элемент отправить отдельной ссылкой. То есть нам не нужно писать маршрут, мы просто берем опыт ньютоновские бусы и отправляем ученику вместе с описанием, вместе с тестом, и он работает с этим уже назначенным заданием и выполненное для проверки отправляет вам. Дальше переходим к самому важному. Перед
практической частью нашего вебинара мы должны понять, как проводить конструирование интерактивного урока, какие алгоритмы существуют. Так вот, я выделяю для себя 3 алгоритма конструирования уроков. Первый – это редактирование структуры эталонного урока. Что это значит? Это значит, в готовом уроке от производителя, от разработчика, от нового диска я беру и удаляю ненужный мне модуль. Ну вот, к примеру, в информатике в разделе «Проверь себя» включено 7 упражнений в 3 вариантах, при этом 6 и 7 вариант повышенной сложности. Мне такое разнообразие проверочное не нужно в моей ситуации. Допустим, да, мы сейчас моделируем ситуацию. И я беру и удаляю, допустим, 1 вариант, 2 и 3. Оставляю 4, 5 для слабеньких, 6, 7 для сильненьких. Кроме того, я не хочу вводить разнобой 3 варианта. Я хочу, чтобы вот был 1 и 2. Пожалуйста, я удалю 3 вариант. Кроме того, я могу переставить модули в этом оглавлении. Я не буду, допустим, в начале смотреть ролики. Я вначале поставлю творческое задание, подниму его вверх, и во время творческого задания я мотивирую своих учеников, а потом им покажу ролик. Имею право? Да, имею право. И в этом случае мы говорим, что произошло редактирование структуры урока. Второй алгоритм предполагает редактирование элементов. Я смотрю на урок, мне это нравится, эта картинка не нравится, и я ее удаляю. Или я смотрю на урок, вот это видео мне нравится, это не нравится, и я его удаляю. Это называется редактированием элементов эталонного урока. Или я могу эту картинку поставить на другую страницу. Тоже имею право так сделать в этом алгоритме. Третий алгоритм самый сложный, а поэтому самый интересный. Это когда мы создаем свой урок с нуля. И в этом случае вы говорите, а зачем нам цифровая школа? Но я вас должна здесь остановить, потому что именно в таком алгоритме преимущества цифровой школы и играют всеми красками. Вы, нажимая кнопку «Создать урок», получаете доступ к библиотеке всех рисунков, всех видео, всех упражнений, которые лежат в цифровой школе. И вы можете эти элементы комбинировать, структурировать, комплектовать тем образом, который вам больше всего нравится. То есть это режим свободного полета. Ну и для того, чтобы в этом полете не сбиться с курса, я специально вынесла вот сюда знак вопроса, потому что по этой кнопке вы переходите к инструкции, а в инструкции очень подробно написано, как сделать то или это в конструкторе уроков. То есть описаны все инструменты конструктора. Вам остается только прочитать и выполнить. Вот, собственно, основные пункты, о которых мне хотелось сказать в первой части нашего вебинара, очень коротко, да. И здесь будет сейчас слайда, которые я просто хочу вам напомнить. Когда вы будете конструировать упражнения, не забывайте о том, что педагогические цели и мыслительные процессы должны идти параллельным курсом. И вот как мы здесь говорим, есть пирамида Маслоу, и внизу физиологические потребности, и их пока не удовлетворишь, наверх ты не поднимешься. Точно так же с обучением. Пока ученик не будет узнавать, уметь вспоминать, понимать и применять полученные знания, он никогда не сможет проанализировать,
оценить, а тем более создать свое эссе, свой образовательный проект или другое какое-то творческое задание, которое вы ему даете. Это очень важно. Поэтому я говорю о том, что типы заданий в упражнении должны привязываться к вот этим этапам в обучении. Вначале знания, потом понимание, потом использование изученного, и лишь только потом анализ, синтез и оценка. Вот, собственно, на этом заканчивается моя презентация. И я обращаю ваше внимание, что на последнем слайде я оставляю адрес своей электронной почты для того, чтобы вы могли обращаться за методической поддержкой. Подчеркиваю слово «методической», потому что технические вопросы я, к сожалению, не могу вам осветить. Я очень слабо понимаю, как это все на техническом уровне работает, и поэтому вот по тому знаку, о котором я вам говорила, со знаком вопросика, есть специальная опция «Обратиться в техническую поддержку». Так, я перехожу к практической части. Надеюсь, что мне сейчас получится все правильно, а главное, быстро переключить. И если все получилось, то вы, скорее всего, видите сайт Образовариум и уроки цифровой школы. Вернусь на секунду, чтобы посмотреть. Да, видно. Все, вот это я и ожидала увидеть. Итак, мы уже с вами говорили о том, что, обращу ваше внимание, что написано вот тут вот в скобках «демо», и это здорово сокращает мои возможности по обращению к материалам. Недоступна мне вся цифровая библиотека, у меня тут ограниченный набор уроков, каждый с пометкой «демо», но, в принципе, это нас не остановит. Вообще педагога мало что может остановить, когда он хочет научить ребенка. Итак, вот в папочке «Мои» лежат те уроки, которые я уже создавала. Да. Так, ну вот сейчас я обновлюсь на всякий случай, чтобы папочка «Мои» заработала. Да, вот она у нас заработала, и я здесь вижу всяческие уроки, которые создавались в виде тестовых. Мы сегодня с вами начинаем практический сет в 3-м алгоритме. То есть мы создаем урок с нуля. Вот я нажимаю кнопочку «Создать урок», и оказалась я в конструкторе уроков. Сориентируемся. Слева панель «Структура», справа панель «Свойств элементов». Вот они все, дорогие. Элементы, упражнения. Все тут сейчас пусто, все чудесно. И предлагается начать с того, что как-то назвать урок. Конечно, как любой педагог, я имею в голове сценарный план. И мой сценарный план выглядит следующим образом. Мой урок будет про скорость. Это будет практика. Ну и отметимся, что это происходит на нашем вебинаре. Что будет в моем уроке? Я хочу создать 3 модуля. В первом модуле я его назову «Движение», я повторю про механическое движение. Во втором я его назову «Скорость», я повторю про то, что такое скорость. А в 3-м модуле я сделаю практику и туда помещу кучу упражнений. Ну, кучу, не кучу, ну, сколько-то упражнений. В любом случае, там, где у меня структура, я завожу 3 модуля. Создать модуль нажимаю раз, создать модуль 2, создать модуль 3. Теперь я эти модули называю, соответственно, первый я называю «Движение». Следите за левой панелью. Вот он, модуль, видите, назвался уже «Движение». Второй я назову «Скорость». И 3-й модуль я назову просто «Практика». Все, я это назвала, теперь пора перейти к наполнению модуля. В первом модуле
у меня будет видео про то, что вообще такое движение. Но это видео мне надо куда-то поместить, поэтому я первым делом создаю в модуле страницу, называю эту страницу вместо просто страница видео. И вот теперь самый такой момент. Мне нужно поместить видео. В панели элементов я выбираю значок видео. Видите, у меня ничего не добавлено. Если вы работаете в условиях открытой, полной библиотеки цифровой школы, вы можете вот здесь найти в добавленных, и у вас будет большой-большой-большой-большой-большой вот такой вот список. У меня список очень печальный, как вы видите, да. Вот какой-то один опыт, ну, возьму, я его помещу, допустим, да. Но явно он не про скорость будет. Перетащила на страницу, смотрю. Ага, повезло, про скорость. Чудесно, видимо, мой эксперимент удался. Вторую страницу заведу в движение. И эту страницу назову механическая. И эту страницу назову видео движение. И теперь видео я буду не из библиотеки брать, а из своих материалов. Нажимаю плюс. Вот здесь в поле «Файл» нажимаю «Выбрать файл». В папке объектов у меня есть движение. Вы видите, файлик загрузился. Я его здесь назову «Видео 1». И сохраню. Как только я нажимаю «Сохранить», в панели элементов у меня появляется файл «Видео 1». Достаточно перетащить его сюда. И вот здесь у меня будет теперь ролик в про общем мех. смысле слова под движением принято понимать... Окей. Я теперь понимаю, что опыт мне на этой странице не нужен. Вот это первое видео. Смотрите, я его просто удалю. На втором модуле в скорости я собираюсь сделать слайд-шоу о том, что такое скорость, и поместить как раз вот тот вот опыт. А почему бы нет? Я к нему могу приделать творческое задание. Посмотрите, вот у меня две страницы. Первую я назову «Опыт», а вторую... Ой, неправильно. Ну ладно. В чем хорош конструктор, что я сейчас вторую назову слайд-шоу. И так как девушка попутала порядок, то она берет и переставляет вот так местами. Слайд-шоу. Что здесь будет? В слайд-шоу у меня будут изображения. Иду в изображение и хочу обратить ваше внимание на еще один интересный плюс. Но он почему-то в кружочке. Потому что здесь я могу добавить сразу несколько видео. Ой, изображений. Вот у меня есть скорость, вектор, скорость, график, сравнение и формула. И все эти 4 файла я выделила и хочу открыть. Теперь мне нужно их назвать. Это у нас график, да? Ну, я буду первыми буквами. Это вектор. Это у нас сравнение. А это у нас формула. Все файлики я назвала, их сохраняю. Буквально на ваших глазах появляются все 4 файла. Вот они у меня есть. И я теперь хочу первый файлик поместить на страницу. Просто перетащу. Вы видите, что он очень большой для слайд-шоу моего, поэтому я на нем кликаю мышью, я его выделяю. И как любой редактируемый элемент, а редактируем это у нас текст, рисунок, да, то, что мы можем изменить либо по размеру, либо по стилю, либо по расположению. И вот здесь я нажимаю «Свойства изображения». В любом редактируемом элементе, как только вы его выделите, вверху появится вот эта вот панелька. Ну, как в Word, как в Excel, как везде в Windows. И я поставлю ширину, допустим, 400.
Вот у меня такая получилась скорость. Отлично. Со скоростью мы разобрались. Теперь я хочу сказать, что это вот такая формула. И притягиваю сюда рисунок формулы. Опять я его ставлю. Сколько у меня там было? 400 вроде как, да? Если мне не изменяет память. Да, вот, есть у меня скорость, есть у меня это. Теперь еще я два рисуночка сделаю, это график помещу. Но уже здесь я не сопровождаю текстом, просто выполняю одну и ту же операцию. Я изменяю изображения так, как они мне нужны в этом слайд-шоу. График я поместила, теперь я помещу сравнение и тоже поставлю его 400. Посмотрите, какое у меня слайд-шоу получилось. Можно было их расстояние между ними увеличить, но сейчас у нас идет такое демо, поэтому вот у меня есть слайд-шоу. Во второй странице, как вы уже поняли, я собираюсь поместить видео с опытом. В этом опыте у нас шарик по желобу скатывается. В первом случае, на первом этапе опыта, он скатывается у нас вот так. А на втором этапе опыта, когда желоб поднимается под другим углом, тот же шарик у нас скатывается вот так. Вот этот опыт я здесь помещу. Теперь самое время перейти к третьему разделу нашего урока. Это практика. В практику я включу несколько упражнений. И вот тут мы с вами увидим очень интересный момент, называется работа конструктора в конструкторе. То есть, когда я буду создавать упражнения, получается, я буду из конструктора уроков переходить в конструктор упражнений. Но это все сделано настолько с человеческим интерфейсом, что вы просто удивитесь сейчас, насколько все это просто работает. Первое. Я создаю первую страницу в практике. И в первом упражнении я хочу повторить равномерно, неравномерно движется объект. То есть я буду делать упражнения на понятие равномерно. Хорошо, я назвала страницу, пора перейти к вкладке упражнения. Итак, упражнение, плюсик говорит добавить. И вот сейчас я перешла в конструктор упражнений. Равномерно, неравномерно я буду решать с помощью упражнения типа сортировки по категориям. Выбрала тип. Как только я выбрала тип, подтянулся нужный мне интерфейс. И в этом интерфейсе я делаю первое. Устанавливаю основные свойства. То есть я пишу, что нужно сделать. Распредели по категориям, говорю я. Отлично. Основные свойства установили. Теперь пора перейти к вкладке «Содержимое». Что же тут будет? А вот здесь у нас колонки не добавлены. У меня их будет 2. Поэтому я нажимаю на плюсик 2 раза. Плюсик – это первая колонка. Я ее назову равномерно. И еще раз нажму. Вторая колонка. Я ее назову неравномерно. Вы видите, как работает технология, что вижу, то получаю, да? Я тут же в рабочем поле вижу, как это все формируется. А теперь мне надо для колонки А сделать варианты. Варианты ответов. Опять нажимаю, варианты не добавлены. Значит, следующая наша функция – нажать кнопку «Добавить». И первое. Вариант мой – мальчик спускается на эскалаторе метро. Окей, хорошо.
Добавить новое соответствие. Я учитель, я знаю, что это колонка А, равномерно. Поэтому я добавляю сюда, да? Второй вариант. Это мальчик спускается с гор на лыжах. Я знаю, что это должно соответствовать не колонке А, а колонке Б. Неравномерно. Дальше. Добавляем следующий вариант. Ну, допустим, у меня бревно плывет по равнинной реке. Так, это у меня колонка А, вы уже понимаете, да? И четвертое. Машина тормозит у перекрестка. Как вы уже, наверное, догадались, это у нас колонка Б. Добавить. Я установила все соответствия. Теперь мое упражнение практически собрано. Но я такой человек, который сильно любит красоту, и я решила добавить изображение. Добавить. Какое изображение я хочу добавить? Я возьму, у меня есть в загажничке вот такое интересное изображение о равномерном движении. Я его назову двумя первыми буквами, опять же, и сохраню. И вот здесь, где в основных свойствах у меня изображение, просто его перетащу. Вы видите, что оно как-то не очень, да? Вот здесь снизу я установлю нужную мне ширину, нужную мне координату по x и нужную мне координату по y. Я потренировалась перед вебинаром, поэтому вы видите, как у меня ловко координаты попадают с первого раза. Теперь пришла пора сохранить упражнение. Но как его сохранить без имени? Я его именую. Упражнение 1. И сохраню. В панели упражнений оно появилось. И вот я его сюда. Если я нажму сейчас на предпросмотр, то я увижу свой урок. Вначале будет видеодвижение, да? Извините, куда делся? Вот он, дорогой. Вначале будет видеодвижение. В общем смысле слова под движением принято понимать любые происходящие изменения. Окружающий нас мир находится в непрерывном движении. Наиболее простым является механическое движение. Вот, на второй страничке у меня есть вот такое слайд-шоу и видео с опытом. Мы его смотрели, поэтому не будем. И на третьей страничке у меня есть мое упражнение. И вот я начинаю отвечать. Машина тормозит, мальчик спускается, бревно плывет. И с горами тоже происходит что-то. Все я сделала правильно, на этом молодец, и могу вернуться в образовариум. Тут у меня небольшой вопрос, и он, знаете, какой? У нас по времени 8 минут осталось, а мне хотелось бы показать еще 4 упражнения. Скажите мне, пожалуйста, насколько я могу располагать вашим временем еще? Я думаю, продолжаем, Галина Владимировна. Ой, Ирина Владимировна, продолжаем, да. Да, хорошо, отлично. Значит, вернемся в нашу практику. И здесь у нас пока одна страница равномерна, а я хочу сделать страницу номер 2. И в этой странице я хочу сделать выбор и понятие траектория.
Поэтому страницу я назову «Траектория» или «Выбор». Ну, «Выбор» назову, хорошо. Это будет «Выбор». Здесь у меня тоже будет упражнение. И теперь каждое упражнение мы будем выполнять быстрее, потому что вы уже понимаете, что я делаю. Просто наблюдайте и запоминайте, и задавайте вопросы, если они возникают. Это очень важно. Итак, я добавила упражнение, пришла в конструктор упражнений. В списке типов упражнений, заметили, сколько типов? Скажу вам честно, 23. Значит, я выбираю выбор, single choice, одиночный выбор или радиокнопки, это еще у нас называется. Здесь пишу в основном «Выбери правильный вариант» или «Ответ». Дальше перехожу к содержимому. И в содержимом я просто добавляю варианты. Первый вариант. Траектория – это линия движения. И здесь указываю, он правильный или нет. Если я считаю это правильный, то отжимаю направо. Добавляю второй ответ. Траектория – это длина линии движения. Не считаю его правильным, не нажимаю. Даже если бы нажала, так как один выбор правильный, другой бы не получился. И третий, траектория – это изменение координат. Видите, все. Я дала 3 ответа. Если бы захотела, сюда бы справа рисуночек. Но сейчас мы сохраняем. Называю я это упражнение «Траектория». И сохраняю его в библиотеку упражнений. Видите, траектория радиокнопки. Вот я его сюда поставила. Это линия движения. Проверила правильно. Добавляю 3-ю страницу в практику. Эта страница у меня будет про порядок. И я ее так и назову. Порядок. То есть я буду делать сортировку, горизонтальную сортировку. Нажимаем плюс. В типологии упражнений выберу сортировка, график, картинка, порядок, скорость. Да, горизонтальная, значит, да? Сортировка горизонтальная. Вот она есть. Основной текст. Расположи в порядке возрастания средней скорости. Есть такое дело. Расположила. Содержание. Здесь мне просто надо добавлять варианты. По поводу добавлять варианты. Моя сортировка будет из картинок. Поэтому я добавлю изображения, их несколько у меня будет. Вы уже знаете, как это работает, поэтому я особо не рассказываю об этом. И просто добавляю. Это у нас самолет, это у нас машина, это у нас вертолет. Сохранили. Все, изображения появились. Отлично. В порядке возрастания, значит, на первом месте у меня должно быть изображение машины. Потом у меня должно быть изображение вертолета. И потом у меня должно быть изображение самолета. Очень важно в настройках смотреть за тем, чтобы эти элементы перемешивались. Иначе упражнение корректно работать не будет. Они будут все время в том порядке, в каком мы их сейчас установили. Перед сохранением назову это упражнение. Это у нас упражнение, ну ладно, 3. Зачем я тут траекторией назвала, это загадка. Ну ладно. Поместила. Проверяю. Самолет сюда, это сюда. Правильно? Правильно. 3-е упражнение сделали. Делаем 4-ю страницу. Создать страницу. И эту страницу мы назовем график. Здесь мы будем делать соответствие. Хорошо. Опять нажимаю плюс. Выбираю шнурки, это соответствие. И здесь установи правильное соответствие. Так как у меня здесь будет участвовать график, я должна рисунок графика добавить. Плюс
ищу этот график в своей библиотеке картинок. Вы в лучшем случае, конечно, в цифровой школе это все можете брать, потому что визуальная составляющая, уважаемые мои коллеги, очень и очень важна. Когда у вас весь урок выполнен в рисуночках правильных, опять же, вы видите, что большое ставлю 300, условно говоря, вот такое. Перехожу к формированию содержимого. Название, левая колонка – это участок. Упражнение будет такое: на первом участке как двигался пешеход, на втором и на третьем. Понятно. Значит, слева у нас будет участок, а справа будет скорость. В левой колонке я добавлю какие варианты? Участок первый, добавлю участок второй и добавлю участок третий. То есть А, Б, С, соответственно, первый, второй, третий участок. Можно, конечно, было красиво римскими цифрами, но уже что есть, то есть. В правой колонке скорости добавляю. На первом участке он двигается, если я все правильно помню в физике, то это скорость 6 км в час. А на втором участке, но прежде чем установить второй текст, я установлю соответствие. И соответствие какое у нас? Первый участок, то есть А. Дальше добавляю вариант Е. Это он стоит, значит, 0 км в час. И соответствие установить. Соответствие у нас 0 км в час. Это участок Б. Добавила. И третий вариант, когда он стартанул, побежал и за 20 минут пробежал 4 километра. То есть 12 километров в час его скорость мы можем считать. И установить соответствие – это вариант С. Добавила его. Отлично. Перед тем, как сохранить, я дам упражнению имя. Упражнение 4. Сохраню. Теперь это упражнение 4 помещу на страничку. Проверю. На первом участке 6 километров. Ага, перемешать кнопку не поставила. Вот видите, о чем я говорила, то я и нарушаю. Но я думаю, что вы поняли, о чем был этот спич. Я создаю 5-ю страницу. Времени исправлять у нас нет. И 5-я у меня страница будет рефлексия. Я дам детям такое упражнение, которое, как называется, fill word, то есть замаркируй слова. Найду это вот здесь. Вот он, fill word. Очень простое упражнение. Во-первых, мы говорим о том, что замаркируй слова по теме скорость. Во-вторых, мы подсказываем, что это слова из формула и единицы. Подсказываем мы детям, да. Содержимое мы говорим, что это будет 10 строк, 10 столбцов. И начинаем добавлять варианты. Я добавляю слово скорость, я добавляю слово время, я добавляю слово путь, и я добавляю из единиц секунда. По системе Си работаем. И я добавляю метр. Секунда на метр, да, также там у нас. Прежде чем сохранить, дам название упражнению. Упражнение 5. И сохраню. После сохранения помещу на страницу. Замаркирую слова по теме скорость, ла-ла-ла. Все понятно. Но тут даже если знаешь, есть над чем подумать. Путь, скорость вижу. Метр пока не вижу, но ищу. Ага, нашла метр. Скорость еще секунда у нас была, да? И еще осталось найти время. Время. Где ты? Время здесь.
проверить, все правильно. Вот после того, как я все сделала, я иду сохраняю, во-первых, и чем чаще сохраняешь, показывает практика, тем лучше. Вот, и теперь, если я зайду в наш раздел «Мои», то вот здесь по практике я увижу движение, скорость, слайд-шоу и опыт, и практика. Сброс забыла сделать. Сейчас везде будет у меня, это очень важно, кстати, после тестирования сделайте сбросы, чтобы у вас ребенок вышел вот на такое вот. Вот я теперь беру и делаю как ребенок, как бы неправильно. И проверяю, вижу, что неправильно. И могу, так как это тренажер, могу указать правильный ответ. Но если бы я создавала это упражнение не как тренажеровое, а как упражнение контрольное, то у меня бы обязательно было бы возможность не видеть правильный ответ. Он формировался бы в конце. Ага, первый участок 6, второй 0, третий 12. Вот, и рефлексия. Ну, как вы уже видели, как выглядит рефлексия. Вот, собственно, извините, что я вас задержала, но мне очень и очень хотелось показать вам, в общем-то, как все это выглядит на самом деле. Пожалуйста, задавайте свои вопросы, я на них отвечу. Ну, в общем, Коллеги, что успела, то я рассказала. Если есть вопросы, можно в чате их озвучить. Можно даже, если у вас есть камера и микрофон, мы можем включить вам, чтобы вы задали вопрос голосом. Тогда в чате надо написать, дайте мне там слово. Спасибо, Ирина Владимировна. Угу. Я думаю, что будем, уже начинали использовать, многие, наверное, уже попробовали. Будем продолжать пробовать. Поэтому спасибо огромное компании за то, что помогает учителям Республики Коми в освоении вот таких образовательных ресурсов хороших. Да, ресурсы действительно хорошие. Я вот могу вам сказать, что вот у нас в курсе информатика 1300 с лишним упражнений. Вы представляете, сколько это картинок можно оттуда забрать, чтобы сделать свои упражнения? И не надо теперь в Гугле искать вертолет, самолет и лепить их разнопланово. И они будут выглядеть в одном красивом дизайне, а ведь наглядность – это очень важный элемент принципов педагогики. Коллеги, в начале вебинара там промокод не подходил, мне писали в чате, но уже в ходе вебинара мы исправили, все должно работать. С Еленой я связался, они сделали, что нормально все, у нас промокод работает. И в ближайшее время, скорее всего, в СГО тоже, в сетевом городе будет тоже налажено, проверено и будет тоже работать. Нам проще работать через сетевой город, потому что как бы не надо лишнюю учетную запись делать на сайте еще. Конечно, там и все инструменты контроля и слежения за учениками, это важно. Угу. Спасибо еще раз, всего доброго, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Угу. С удовольствием будем сотрудничать, и, пожалуйста, пишите мне письма, если у вас что-то не получается. Так, презентацию можно вашу скачать? Да. Коллеги, я открыл доступ сейчас к скачиванию презентации. В правой части окно разделилось на 2, и вы можете презентацию скачать. И если у кого-то есть вопросы, можно будет в чате их задать. Мы еще некоторое время будем. Спасибо. Хорошо. Спасибо всем за До свидания. внимание. Угу. До свидания.